Дораболорун үтү көнүнен мен урут кепсебитим курдук биһиги тыгынчы 961 суллахха диэри эжигәңе олор боппут. Онно мен 6 клаһы бүтербитим. Билген мен автобиографические заметки ден кингебиттен баха тардылары исти. Онно би мен сахалы бахарылары кыбытым. Мать создавала из вкладышей журнала «Огонек» альбомы с репродукциями произведений великих и известных художников. И ее старший брат Тумусов Илья Иванович жил в Якутске и был художником, графиком и костерезом. В начале 1960-х он стал членом Союза художников СССР. Минием Тумусова Татьяна Ивановна денете. Кені убайынан иппет ағаларын Тумусов Иван фамилиятын жоллары, оттон түреппет ағалара Иванов Иван сахалы төнкөйөн уйбан ден усуна булчут эбетехü. 1955 года мы с ней каждое лето ездили в Якутск. В первую поездку мы плыли на Брандвахте пассажирской барже, которую медленно тянул колесный пароход. Для меня это многодневное путешествие по линии было очень увлекательным. Якутск состоял почти полностью из деревянных домов, улицы имели мостовые, сделанные из деревянных чурок, тротуары были из досок. Наш дядя жил в одной большой комнате старого купеческого особняка на углу улиц Петровского и Белинского, превращенном в общежитие работников типографии, где он работал графиком и ретушером. Художественные способности выявились у него в подростковом возрасте. Он нарисовал для Верхневилюйского дома культуры портреты Ленина и Сталина во весь рост. В те времена такие портреты устанавливались часто у главного входа в государственные учреждения с обеих сторон. Такой заказ был несомненным признанием его таланта. В 1941 году ему было только 18, но он сразу записался добровольцем и ушел на войну. Я засыпал его вопросами о его военных подвигах и был несколько разочарован прозаичностью его рассказов, сильно отличавшихся от пафоса героических советских фильмов. Он рассказывал, как голодали солдаты, о краже круглого хлеба у крестьянки, которую удачно спрятал в диске ручного пулемета. В первую атаку он шел без ружья и взял винтовку убитого солдата. В ноябре или декабре 1941 года во время атаки получил осколочное ранение в ногу и в руки и потерял сознание с мыслью: вот как, оказывается, умирают. Кровь замерзла в валенках, что спасло ему жизнь. Очнулся в госпитале, где ему ампутировали пальцы ног. После войны он начал учиться в техникуме связи, но потом поехал в Свердловск на курсы граверного дела. Костерезному и ювелирному делу учился у мастеров старшего поколения и быстро достиг больших успехов. В следующее лето поехали на новом очень комфортабельном пассажирском теплоходе «Механик» Кулибин германского производства. Такой уровень комфорта мы видели только в фильмах. Это был настоящий круиз. До Якутска доплыли против течения за 2,5 суток. В этот раз в Якутске провели все лето и осень. После окончания навигации приехал отец, и мы вернулись в Жиганск самолетом в ноябре или декабре. Иккис класска көһөн кусай курат 15 нөмердәге школатыгар 2 ай курдук öğrenметим. Дорога к школе по улице Петровского проходила мимо старой восточной воротной башни Якутского острога, построенный казаками в период присоединения Якутии к России, называемый якутами дом Тыгына, Тыгын-Диэте. В связи с этим я начал расспрашивать взрослых о Тыгыне и слушал легенды о нем и его сыновьях-богатырях. Эта башня тогда стояла рядом с Якутским театром, бывшим кафедральным собором.
В тот год рыли канавы вдоль деревянного тротуара, и на вынутой земле местами белели кости и даже пара черепов. На другой стороне улицы завершалось строительство трехэтажного здания якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР, которое было в течение нескольких лет самым большим каменным зданием Якутска, в котором тогда было около 70 тысяч жителей. Большим событием для всех жителей города было открытие осенью 1956 года Якутского университета на базе педагогического института. Дядя гравировал название университетской газеты и оформлял первую страницу первого номера. Правительство Якутии и обком партии заказывали ему через художественный фонд Союза художников подарочные чароны из мамонтовой кости, ножи и другие изделия для руководителей СССР и партии, для маршалов и других известных людей. При этом руководство худфонда знало, что мой дядя любил веселые застолья с друзьями и отправлял к нему домой Афанасия Осипова, чтобы он не дал ему скучать и занимал его досуг шахматной игрой. Многие художники были настоящими алкоголиками. Впоследствии Осипов стал членом Академии художеств СССР, членом правления Союза художников СССР и народным художником. Он сам мне рассказал об этом случае в середине 1990-х годов, и я вспомнил молодого человека, приезжавшего часто к дяде на велосипеде и игравшего с ним в шахматы. Создавались также работы для международных выставок, но они никогда не возвращались в Якутск и исчезали без следа. Вероятно, их покупали музеи и коллекционеры. Дядя создавал также формы из латуни для барельефов для собраний сочинений, например, Аюнского. Он был также иллюстратором детских книг. Мен күн аңарын чуға соғыс бар сайсар көлләғі пляшқа арарым. Онна сыла сүйреге соғық көл утугар үшігайде қарбы вереметім. Сотыры болан барын сайсар көлін қарбан тұрур болбутым. Тайым беге сақалар тюрк оны монголы мұқтырға чуға спыттен бағарара. История кенегелерін көлдірері ақтырара. Свердловскайга гравер идетигар верне хаджан татар свободатыгар судьярын туғынан кепсире ол свобода сорық ұлықтақтарын көті доспут ете. Кене носып харт киноларын хайгыра, олон хону сөбілюре, художниктар суруячылар мустар сөддеригар мегені жесір жара, етентен сағылан мен степ народтарын историяларын ұлханны кентерехегер бол бұтын. Ежіген кәнеттен сүйінеға олар бұппыт. Онны мен 7 класска үйренметім тұғынан тұспа видеоға кәпсәбетім. Саға сірін кейін өттігер мен жадам тұғары ұғындық тұлиян бірсірге олар бат бол бұттыры. Ол еген ақсыз класска мен Якутскай корат 2 семірді ғасқолытығар үйренметім. Наға доғырды класс әті. Бұқартысқа көстір олар мен башчаңа дәрі ақта саныбын. Ол гынан баран үксілерін, ханна бар бұттарын, хайдақ бол бұттарын, тоғылығы олар бұттарын білбәтпін. В Якутске началось асфальтирование центральных улиц, но только проспект Ленина имел более или менее городской вид. Из моих одноклассников не было никого, кто бы жил в благоустроенной квартире. Класс был очень дружным, хотя и случались редко драки между парнями. Например, Сеня Собакин приглашал к себе множество одноклассников, чтобы вместе делать домашние задания. У него регулярно собиралось по 10 и более человек.
Причем почти не говорили на не относящиеся к учебе темы. Год был ответственный, предстояли экзамены для получения свидетельства о неполном среднем образовании. На день рождения две одноклассницы, которые сидели за одним столом со мной, подарили научно-популярную книгу о современной биологии с описанием структуры ДНК, расшифрованной за 9 лет до этого. Наиболее активные из одноклассников стали вступать в комсомол. Я спросил одного из товарищей, почему он вступает в комсомол. Вместо обычного, чтобы активно участвовать в строительстве коммунистического общества или чего-нибудь в этом роде, услышал: если буду активен, то, может быть, потом изберут секретарем обкома комсомола. Такой ответ был для меня полной неожиданностью, и уважаемая организация коммунистической молодежи показалась школой карьеристов и потеряла для меня всякий интерес. Вместе с тем, коммунистические идеалы сознательного творческого труда во имя общего блага остаются моими идеалами до сегодняшнего дня. Считаю, что я мог бы вполне быть членом такого общества. В марте Союз потребительских обществ «Халбос» отправил отца заведующим складом в Усть-Алданский район. Классный руководитель и учитель истории Барашкова Евдокия Романовна заявила, что я должен завершить учебный год и сдать экзамены в городе, а не в незнакомой для меня школе. Поэтому до конца учебного года я жил в интернате. В апреле я впервые принял участие в республиканской физической олимпиаде. У дяди было 3 дочерей, но сыновей у него не было. Поэтому он хотел, чтобы я стал продолжателем его творчества. Однажды он на улице встретился с директором художественного училища и представил меня ему со словами: «Это ваш будущий студент». Но я мечтал стать капитаном большого корабля. Билген жогурдах тайым мен жылга барса быдылын тугунан Татарстан телевидение тыгар бахарылар бын көрүм. Отец был речником. И, значит, я с ним плавал летом по этой великой сибирской реке. Там ширина, значит, запросто достигает 20 километров, а некоторые места вообще разливаются до 50 километров. Такая прекрасная природа, значит. И я мечтал, естественно, стать капитаном. И вот 15 лет я захотел поступить в Якутское речное училище. И там выяснилось, что у меня начинается близорукость. Я не смог поступить. Это была, значит, большая такая трагедия моей жизни. И вспомнил, что я, значит, уже начал участвовать в олимпиадах всяких, математическо-физических, успешно. И, значит, решил стать учителем то ли физики, то ли математики, поселиться, значит, в деревне, значит, на берегу реки, купить моторную лодку, все-таки быть на реке. Но так получилось, что я учился слишком хорошо и стал вот так профессором математики, потом вот этим международным экспертом, значит, ЮНЕСКО, потом писателем и так далее. Вот все это так как-то, все это, значит, получилось вот таким образом. Профессор Томский живет и работает в Париже. Круг его интересов простирается от математических изысканий до исторической прозы. Он автор сценариев нескольких фильмов и романа «Друзья Аттилы», переведенного на многие языки мира. Он эксперт ЮНЕСКО и президент Международной федерации по развивающему обучению и игровой педагогике ФИДЖИП. Но в основе всех своих достижений он видит математику. Самая чистая наука – математика, которая существовала современно, Евклида, Пифагора, так сказать, это же не случайно, вот она, так сказать, это самая зародилась на заре цивилизации. Язык богов, так сказать. И я, значит, отношусь к математике, значит, как к искусству. Как, допустим, вот эта математика для меня, она близка к поэзии или там, допустим, вот живописи, да, значит, эту формулу математическую вот мне напоминает вот произведение искусства. То есть, значит,
Этим, может быть, я отличаюсь от некоторых других математиков, которые относятся к своему, значит, своей работе как, ну, скажем, профессии, значит, как к ремеслу, да, значит, ну, отработали все, так сказать. А я, например, не мог, допустим, даже во время отпуска, ну, там пару часов не посвятить математике. А отпуск, значит, у нас на Крайнем Севере был такой очень, очень длительный, 66 рабочих дней. Да. Ну и дальше, значит, вот, решил попробовать свои силы в других этих видах творчества. Ну, живопись, значит, она меня всегда привлекала, потому что мой дядя был член Союза художников СССР, большой художник Якутии. Я, значит, вот видел, как он там рисует. Вообще он был и, значит, живописец, и график, и, так сказать, костерез. Из мамонтовой бивни, значит, очень так. И вот потом вот так получилось, что вот в связи с этой игрой, так сказать, вот, ну, основал там вид искусства, но об этом мы потом, значит, еще поговорим. Ну и вот всякие вот эти виды тоже творчества, допустим, там какое-то поэтическое или литературное, значит, меня всегда привлекали, но только вот несколько лет назад, так сказать, я посмел, значит, написать свой первый роман. Потому что я думал до этого, что писателями могут стать только выпускники, допустим, литературного института имени Горького. А так получилось, что, значит, вот меня побудили французские кинематографисты написать роман. Вот и получилось, значит, потом сценарий. И, моему удивлению, этот роман был переведен очень быстро на турецкий язык, ну, на русский, значит, на монгольский, что очень тоже удивительно, значит. И теперь, наконец-то, сказать, я сделал авторизованный перевод на свой родной якутский язык. Стоит отметить, что известную сегодня в мире игру «Жипто» профессор Томский придумал под влиянием традиционных шахмат. Как и все мальчишки Советского Союза, он играл и в шашки, и в шахматы. Но в отличие от многих, задался целью изобрести нечто новое. В детстве я наблюдал, как мой дядя, вот этот член Союза художников СССР, его друзья так увлеченно играют в шахматы. И сам, значит, конечно, вот как другие там эти советские дети, значит, сначала в шашки, потом слегка в шахматы. И вот там думал как-то невольно иногда, а нельзя ли сейчас изобрести игру, сравнимую по своим качествам с шахматной игрой? Ну, так это, вот мысль возникала и, значит, так уходила, так сказать. Вот. Потом я стал, значит, доктором наук, вы знаете, значит, по теории дифференциальных игр. Это математическая теория оптимального проследования, в частности. Я хотел создать не просто игру, а стимулятор творчества, который бы стимулировал, в частности, и математическое творчество, ну и другое, художественное, там, литературное. Но если вернуться к самой игре, то базовую версию я создал в 1988 году. То есть 20 лет исполняется. Вот сейчас я поеду в Якутию. Якутия будет, значит, отмечать 20-летие вот, изобретения базовой версии этой игры, которая по-якутски называется «Сонор». То есть это проследование «Сонор». А сейчас эта игра, значит, так, это международный термин, это «Жипто». То есть это, значит, «Жипто» это включает базовую версию «Сонор», еще 2400 других версий на любой вкус. Есть версии очень сложные, с рокировками, значит, сложнее, чем шахматная игра для любителей сложных игр. Есть версии забавные, там с этими фишками, киданием фишек и так далее, значит. Есть даже версия игра гадания, то есть на любой вкус. Çünkü 994 yıl bütütesinden men Сонор oyunu ayıbıtım. Onunla Феджиптен Международной Федерация требетим тугунан андайдыга билер бите. Масадонларга барар кылгас репортаж болбатагаты. Иккен армия усталах кепсянеті. Онна икките хатылан көстүбүтө. Билген мене яха хаста быгатардыгы көрдөрүм.
Likely a challenge that's been faced by parents worldwide for hundreds or even thousands of years. How to entertain and educate the child at the same time. How to help develop technical skills and problem-solving abilities, and perhaps make the child more aware of its heritage as well. Well, one mathematician from the frigid Siberian region of Yakutia thinks he's invented the very thing. Is Grigory Tomsky, a Yakutia native, mathematics professor and education expert at UNESCO. Я хотел стать речником, как мой отец, с которым I wanted to become a sailor like my father, with whom I often sailed on the Lena River. But when I was 13, I happened on a book of math and logic games, which I read and reread with great pleasure. И, может быть, Perhaps that's why I later became a specialist in the theory of mathematics in games. Среди них игру со мной. 4-year-old or an 84-year-old can play Sonor. Sonor is part of the FIDGIP, the International Federation of the JIP system.